товарищи, наконец-то мы начали говорить, вспоминать и таких великих людей, как Ахмет Байтурсунов. Первый раз я услышал о нем в 80-м году, когда такой Геннадий Васильевич Колбин, был такой у нас первый секретарь ЦК, в то время он организовал комиссию по вот этим лицам, которые были репрессированы в свое время. Вот. И благодаря этому мы узнали и о Байтурсунове, о Букельханове, о многих других лошадинцах. Я потом, конечно, интересовался уже отдельно каждым из них. Я поразился, вот, сколько людей мы потеряли тогда, замечательных людей, в те 30-е годы. Вот. Когда я был руководителем Союза писателей, и часто принимал одного писателя, забыл его фамилию, очень старался он восстановить фамилии всех казахов, которые закончили вузы. А? Вот. И он восстановил 300 почти, больше 300 фамилий выпускников вузов российских тогда, до революции. Это были интеллигентные люди, конечно, образованные, в отличие от тех, кому он этот список отдал потом позже, в Академии наук. Вот. Они его потеряли, естественно. И до сих пор мы не знаем, где они, эти 300 интеллигентнейших людей того времени, из которых вышел вот эта троица на лошадинцев. Вот. И дальше продолжалась вот эта политика наша, неуважение к своей истории, к великим людям, интеллигенции и так далее, и так далее. Она потихоньку и сейчас продолжается, эта политика наша, такая кочевническая. Вот это очень интересно. Байтурсунов, он был участником первого конгресса тюркологов, который состоялся в 26 году в Баку. Вот. Самые главные знатоки тюркологии со всех республик там собрались, ну и несколько человек из Казахстана были. Вот. И после этого их всех, конечно, репрессировали, естественно. Вот так. До сих пор тюркология стоит на том самом месте, на котором остановилась в 26 году. Вот, потому что новых не появилось, а новые просто боялись уже заниматься этим делом. И поэтому приходится в одиночку каждому собирать эти знания, что-то получать. Вот такая бессмыслица, она продолжается, к сожалению. У нас вообще и Академию наук закрыли давно. Не нужно. Знания не нужны. Вот. Знания, самое главное, оказывается, не интеллигент, не Байтурсунов, ничего, а какой-нибудь богатый человек нужен. Вот.
воспитывать богатых. Вот такая была задача. И она вполне выполнилась. Мы знаем имена этих богатых. Они всем известны. Но где эти деньги у Казахстана украдены, мы не знаем. Естественно. Так же, как весь наш интеллектуальный опыт, который ушел по вине вот этих преступников в 30-е годы и дальше. И вот теперь новые поколения должны начинать все сначала. Вот. Это образование, это... Когда вчера я почитал газету, выяснилось, что один министр наш, вот новый, или вице-министр, или министр энергетики, вот, который не разбирается в своих терцах этих, то имеет 4 диплома вызов. Хотя он относительно молодой человек. У меня всего 1 или 2 диплома от силы. Но это за столько лет я их заработал. А он, да, оказывается, за 3-4 года получил 4 диплома. Очень престижных, хороших диплома. И сейчас завалил или энергетику нашу окончательно. Вот такие вещи узнаешь неожиданно. Вот что значит образование и интеллектуальное воспитание в стране. Поэтому вот новый Казахстан, мы говорим, надо обратить особое внимание, и я рад, что президент на это обращает особое внимание. У нас уже могут появиться технические вузы, технические специальности в университетах. Университетов много у нас уже было. Раньше был 1 университет, КАЗГУ, потом прибавился КАРГУ, 2 в советское время. Но главные специалисты наши вышли из этих 2 вузов. После 90-го у нас появилось около 200 вузов, университетов. Вот. И каждый выдает по такому диплому, о котором я говорил. Вот. Но не появилось великих ученых, великих специалистов, мастеров, инженеров и так далее, и так далее. Вот это очень огорчает. Вот почему мы говорим от юбилея Байтурсунова об этих вещах. Можно было забыть об этом и сказать, что вот давайте отметим 150 лет Байтурсуна и забудем завтра, так же, как и забывали всегда. И продолжим наше вот это влачение нашего существования. А Байтурсунов и эти его друзья действительно сделали многое для Казахстана тогда. Они добились встречи с Ильичем, с Лениным, и настояли на этих самых границах распространения казахских кочевников. Вот. И эти границы дошли до Сталина. Вот. Ленин сохранил до Сталина. И Сталин в 1936 году уже превратил казахскую автономную республику в казахскую республику, союзную республику. В 1936 году новая конституция и так далее. Вот, но Байтурсунов и его друзья, они говорили о кочевническом мире, которому не хватало действительно пастбищ, и вот такие пастбища вполне подходили. Абай умолял, говорил, призывал в своих стихах: давайте переходите от кочевничества к земледелию, вот, к активному земледелию, не пассивному. Конь идет, гребет то, что выросло, и идет дальше.
а потом подставляется, и казах его ест. И вот так веками шло это дело. Это нормально, казалось. Но это не могло продолжаться всегда. И не будет продолжаться, ясно. В советское время начали уже работать на оседлость. Появились совхозы, колхозы. Уже люди вспахали землю, уже посеяли зерно. Но 90-й год развалился Советский Союз, и казахи снова остались наедине, как говорится, со своим прошлым. Вот. И чтобы спастись, уже пошли в города, чтобы получить хоть какую-то работу. Потому что зоотехником уже не работаешь, агрономом нельзя, пахать землю нельзя. Надо идти подметать улицы. Вот. И казахи сейчас заполняли, стали города. И появились миллионные города вдруг. Вот. Сделали это наш народ оседлым народом. Едва ли. Психология осталась все та же, кочевническая. Даже меню то же самое осталось. Вот. Бешбармак, безусловно, вкусная вещь. Но когда сначала приносят закуски, я все время удивляюсь. На юбилеях каких-то присутствую. Вот. Люди наедятся этими закусками, а потом в конце приносят главное блюдо. Торжественно. Вот. Конину заваренную с большими костями, со всеми этими делами. Люди уже сытые. Подумать надо было тогда нашим. Я думаю, здесь из культуры сидят люди. Об этом тоже стоит подумать, каким образом повлиять на нашу вот сегодняшнюю городскую культуру, подтянуть ее к той городской, которая есть во всем мире. И так далее. В общем, на эту тему много говорить, но сейчас время очень сложное. И вот, когда вдруг раздались уже залпы, когда уже война идет в Украине, это что там? Раздаются голоса о том, что неправильно разделили 90-е годы Советский Союз. Кому-то передали землю, кому-то не додали и так далее. И это выясняется сейчас уже с помощью оружия и всяких страшных дел. И уже разговоры идут, которые касаются не только Украины, но и Казахстана. Вот. Говорят, что и Казахстану слишком много отдали земли, вот. И нам хорошо бы поделиться, вернуть назад. Вот. Об этом говорят депутаты, все чаще и чаще российские, в газетах появляется. Вот. Путин, слава богу, держится, но обычно всегда начинают депутаты. А потом это доходит до самых верхов. Поэтому Байтурсунов и это, конечно, они предвидели. Но у них не было времени просто, им не дали это время, их расстреляли всех, чтобы подумать, каким образом спасти свой народ в дальнейшем. Они же видели, что какое будущее ожидает казахов. И вот об этом должны были думать другие. Вот Абай думал. Но Абая не послушались. Кто там будет слушать какого-то одного поэта? Поэтому продолжались над ним смеяться, издеваться. А вот сейчас выходит, что он был прав. Нам, казахам, нужно было обязательно пройти через этот этап.
от пассивного